Муса Шанибов – выдающийся политический лидер Кавказа. Он стоял у истоков создания Конфедерации народов Кавказа. Жизненный путь Мусы Магометовича был непростым, так как он был человеком, который не мирился с несправедливостью, боролся за национальные права народов. Вот почему, когда в Абхазии началась война, он не смог остаться в стороне. Роль Шанибова в самые тяжелые для нашей страны годы невозможно переоценить. В первые же дни Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он обратился ко всем с призывом оказать всемирную поддержку Абхазии. За такие открытые обращения Муса Магометович подвергался политическим преследованиям и даже был арестован. В это время, когда война началась, 14 августа я был в Стамбуле. Ельцин все силы делал для того, чтобы разогнать конфедерацию. Мне в Стамбуле сказали: не езжайте домой, вас там арестуют. Точно их предсказание сбылось. Меня арестовали. Я бежал, меня не отпустили, я бежал. А потом 50 тысяч кабардинцев, которые 11 дней стали в Нальчике, и в том числе и Абхазия поддержала, все-таки Россия меня отпустила. И я понял, что если там на наш зов конфедерации столько народу, добровольцев в тапочках через перевалы поехали в Абхазию, и они там героически сражаются, я не мог оставаться. Я был в Грозном. И я сел в вертолет и летел 19-го. Пока Шанибов был в СИЗО, добровольцы со всего Северного Кавказа группами отправлялись на помощь Абхазии. После освобождения в Абхазию приехал и сам Шанибов, который стал выезжать на фронт, в зону боевых действий. Он встречался с командирами и бойцами абхазской армии, пользовался огромным уважением. По его инициативе в Гудауте был создан оперативный штаб Конфедерации народов Кавказа для оказания помощи Абхазии. Эта помощь включала в себя организацию и координацию добровольческого движения. Абхазский народ должен знать, что сейчас для народов Кавказа нет важнее проблемы, чем победить здесь, нам, в Абхазии. Абхазский народ должен знать, что волей Всевышнего на плечи этого народа выпало не только защитить себя, проблему собственной защиты, но и защиты интересов всего Кавказа. И поэтому лучшие дети, лучшие сыновья Кавказа находятся здесь. Мы Абхазию должны сделать Швейцарией Кавказской. Самое великое чудо, которое мы совершили, это то, что мы не опоздали. В 1989 году, когда раздался этот стук, что малым национальностям придется объединиться, иначе их раздавят, и этот стук раздался, и именно это была мысль великих мужей абхазского народа, те, которые к нам обратились, и мы поняли, и приехали сюда, и провели эту ассамблею. Но то, что мы сделали, и эти наши фестивали, наши встречи, наши контакты, все, что мы сделали, но чтобы их оценить, понимаете, нужен был какой-то вот индикатор, какой-то, через который можно было это определить. Собственно, до 1989 года я знал одного живого абхазца. А теперь единственное, где я могу быть, кроме Кабарды, и забыть Кабарду, это Абхазия, это вот здесь. Там, где я чувствую, что я дома. Муса Магометович ездил по селам, побывал почти во всех абхазских деревнях. В сложный для всего абхазского народа период, когда каждая семья ежедневно теряла сынов и дочерей, будучи сильнейшим оратором, он поднимал дух народа. Я объездил все свободные села, встретился с беженцами из Ачимчира, из Ткварчала, оккупированных территорий. То есть мы идеологически работали. А это важно. Дело в том, что мы все же такие, я представляю, в какой-то степени, и вы тоже, советское время. Нас учили, например, наш великий мудрец говорил, что идеи становятся материальной силой, если ими овладевает массой. Следовательно, мы в этой ситуации, сложившейся ситуации, нам важно было давать населению, подрастающему поколению, тем, которые шли на дежурство на фронт, дать им идею. Это идея единства, идея нашей непобедимости, идея будущей победы. И даже после войны Шанибов не забывает про братский абхазский народ, с которым его навеки связала история. Часто приезжает в Абхазию, встречается с общественностью, читает лекции в Абхазском государственном университете. Он почетный профессор АГУ.
Смерть Мусы Шанибова глубокой болью отозвалась в сердцах всех абхазов. Выдающийся общественно-политический деятель, ученый, президент Конфедерации народов Кавказа, герой Абхазии Муса Шанибов – неотъемлемая часть новейшей истории нашей страны. Во многом благодаря его личным стараниям в 80-е годы прошлого столетия с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта, а возглавляемая им Конфедерация народов Кавказа стала важным политическим фактором. Так говорит о Мусе Магометовиче общественный и политический деятель Абхазии Леонид Лакербая, по инициативе которого в Абхазии объявлен сбор средств на обустройство могилы Мусы Магометовича в Нальчике с установкой памятника. Учитывая роль и заслуги Мусы Магомедовича в нашей победе, было бы правильным, чтобы могила обустроена была с установкой памятника за счет средств, собранных благодарным населением Абхазии. Я вот с этим обратился. Могу сказать, что определенный сбор идет. Почти половину нужной суммы, эта сумма определена в 610 тысяч рублей. После смерти Мусы Магометовича профессор Нью-Йоркского университета Георгий Дерлугян написал: «Простой советский черкес Шанибов за свои 80 с лишним лет прожил несколько жизней. Сын сгинувшего на фронтах Второй мировой кабардинца из знатного рода, в советские годы в родной Кабардино-Балкарии был прокурором, высокопоставленным комсомольским работником и преподавателем научного коммунизма с совершенно неортодоксальными взглядами. На волне Горбачевской перестройки он на несколько лет превратился в кавказского Гарибальди во главе повстанческих отрядов, благодаря которым на карте мира появилась независимая Абхазия. Но затем, по мере возвращения Кавказа на свою привычную периферийную траекторию, входит в прежнюю колею и снова преподает. Муса Шанибов уходит из жизни в дни, когда мир стоит на пороге неизвестного будущего». Ирина Аршба, Абхазское телевидение.